лауреат международного конкурса Ильяс Камалов, концертмейстер, заслуженный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. Добрый день, уважаемые зрители! Хайырлы күн, мөхтәрәм тамашачыларыбыз! Мы рады приветствовать вас в зале Татарской государственной филармонии. И сегодня заключительный концерт из цикла абонемента «Великие имена», который посвящен одной из самых ярких музыкальных фигур XX века Сергею Васильевичу Рахманинову. Прозвучал вокалист, произведение, вошедшее в сокровищницу мировой музыки. Обращаясь к творчеству Сергея Рахманинова, мы отмечаем его остро-лирическое ощущение эпохи. Эпохи, в которой произошла Первая мировая война и свершились революции. Голос времени, чуткая восприимчивость к переменам, глубина проживания эмоций, их контрасты от проникновенной лирики до драматических декламаций нашли выражение в музыкальных произведениях композитора, особую область которых занимает вокальное творчество. В нашей программе звучат два романса Сергея Рахманинова. Они отвечали на стихи Виктора Гюго и «Здесь хорошо» на слова Галины Галиной. Поет лауреат международных конкурсов Гульнара Байназарова. Спросили они, как забыть навсегда, что в мире юдольном есть бедность, беда, что есть в нем гроза и печали. Засвете, они отвечали, спросили они, как красавиц привлечь без чары, чтоб сами настроить.
Гульнара Байназарова, Роман Чуйнов. Музыкальное дарование Рахманинова проявилось в детстве, а к окончанию консерватории он был уже известен в музыкальных кругах Москвы как яркий и самобытный композитор. К этому моменту были уже написаны прелюдия до диез минор и первый фортепианный концерт. А в качестве дипломной работы 19-летний композитор всего за 17 дней написал оперу «Алеко» по поэме Александра Пушкина «Цыганы». Опера была хорошо воспринята критиками. Лестную оценку дал Петр Ильич Чайковский, и это послужило молодому композитору своеобразной путевкой в жизнь. В 1953 году состоялась экранизация оперы на телестудии «Ленфильм» с участием таких известных оперных певцов, как Марк Рейзен, Инна Зубковская, Святослав Кузнецов, Александр Огнивцев. Программу продолжает рассказ старика из оперы «Алеко». Поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Волшебной силой песнопения в туманной памяти моей вдруг оживляются видения то светлых, то печальных дней. И наши стени кочевые в пустынях, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Быстро молодость моя звездою падучею мелькнула, но ты, пора любви, минула еще быстрей. Только год меня любила Марилла. Однажды близ Кагульских вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те, свои шатры разбив, близ наших у горы, 2 ночи вместе ночевали. Они ушли на 3-ю ночь и, брося маленькую дочь, ушла за ними Марилла. Я мирно спал, заря
блеснула. Проснулся я, подруги нет, ищу, зову. Пропал и след. Тоскуя плакала Земфира, и я заплакал. С этих пор постыли мне все девы мира, для них навек угас мой взор. Вокальные произведения Рахманинова вошли в золотой фонд русской классики. Именно в романсах ярче всего проявился гений композитора. Широкая распевность и выразительная бесконечность мелодий, чувственная экспрессия и узнаваемый колорит гармоний. Известно, что за первые 25 лет творчества в России, до отъезда в декабре 1917 года, Сергей Рахманинов написал более 80 романсов, а за последующие четверть века за границей не сочинил ни одного. Звучат романсы Рахманинова «Дитя, как цветок, ты прекрасна» и «Я жду тебя». Поет лауреат международных конкурсов Оксана Шайдуллина. Дитя, как цветок, ты прекрасна,
Все творчество Рахманинова связано с образом горячо любимой Родины. Ее широкие просторы, нежная, хрупкая красота расцветающей весенней природы навсегда остались в его сердце дорогими и теплыми воспоминаниями. Живя за границей, композитор не переставал думать о России. В 1922 году передал гонорар за концерты в помощь голодающим. А когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов дал в США несколько концертов и весь денежный сбор направил в фонд Советской армии. Звучит романс Сергея Рахманинова на стихи Алексея Плещеева «Полюбила я на печаль свою». Для вас поет лауреат международных конкурсов Любовь Добрынина. Отрывок из Мюссе. Перевод слов Алексея Апухтина. Что так усиленно сердце больное бьется и просит, и жаждет покоя, чем я взволнован, испуган в ночи. Стукнула дверь, застонав и заноя, гаснущие лампы блеснули лучи. Боже мой! Дух мне в груди захватило. Кто-то зовет меня, шепчет уныло, кто-то вошел. Моя келья пуста, нет никого. Это полночь пробила. Одиночество, о, нищета.
Сергея Рахманинова и великого оперного певца Федора Шаляпина объединяла большая дружба. Известно, что Рахманинов был шафером на свадьбе у Шаляпина и крестным его старшей дочери Ирины, а сын Шаляпина Борис жил в семье Рахманинова во Франции. Рахманинов и Шаляпин обрели известность в России, однако оба музыканта были вынуждены уехать из своей страны в период трагических потрясений и вторую половину жизни провели на чужбине. Федор Шаляпин с удовольствием исполнял романсы Рахманинова. Среди них «Вчера мы встретились» и «Проходит все». Поет лауреат международных конкурсов Айтуган Вальмухаметов. Вчера мы встретились, она остановилась. Я также. Мы в глаза друг другу посмотрели. О, Боже, как она с тех пор переменилась, в глазах потух огонь, и щеки побледнели. И долго на нее глядел я молча, строго. Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась. Я говорить хотел, она же ради Бога велела мне молчать. И тут же отвернулась, и брови сдвинула, и выдернула руку, и молвила: прощайте, до свидания. А я хотел сказать на вечную разлуку: прощай, погибшее, но милое создание. Проходит все, и нет к нему возврата. Жизнь мчится вдаль, мгновения быстрей, где звуки слов, звучавших нам когда-то, где свет зари нас озарявших дней. Расцвел цветок
а завтра он увянет. Горит огонь, что вскоре отгореть. Идет волна, над ней другая встанет. Я не могу веселых песен петь. Айтуган Вальмухаметов, Роман Чуйнов. Продолжит программу романс Сергея Рахманинова «Маргаритки». Образ скромных, трогательно прекрасных цветов, овеянных соловьиными трелями, окутанных радужной дымкой звучаний, превращен гениальным мастером в символ вечной жизни и красоты окружающего нас мира. Как правило, мы привыкли слышать это произведение в вокальном исполнении, а сегодня он прозвучит в переложении для скрипки. На сцене лауреат международного конкурса Альфия Мансурова.
Рахманинов известен не только как композитор. Он был великолепным концертирующим пианистом. Гастрольные дороги привели его в Казань. Дважды, в 1910 и в 1916 году, он выступал в нашем городе в зале Дворянского собрания. Ныне это здание городской ратуши на площади Свободы. С 2011 года в нашем городе в мае месяце проводится международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», названный так в честь любимых цветов великого композитора. В разные годы участниками и гостями фестиваля были знаменитые российские и зарубежные музыканты: Борис Березовский, Денис Мацуев, Николай Луганский, Фредерик Кемпф, Полина Осетинская. Программу продолжают романсы Рахманинова «Все отнял у меня» на стихи Федора Тютчева и «Пора» на слова Семена Надсона. Поет Владимир Васильев. Осеня сего здоровье, сил воли, воздух, сон. Одну тебя при мне чтоб я ему еще молиться мог. Пора явись, пророк, всей силою печали, всей силою любви взываю я к тебе. Смотри, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали, как мы беспомощны в мучительной борьбе. Теперь или никогда сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит. Ни проблеска кругом, одно ничтожество, собой проблеск восклинает. Уважаемые зрители, в кассах филармонии уже идет продажа абонемента «Великие имена» на следующий сезон. Мы с вами прикоснемся к творчеству Сергея Есенина, пройдемся по страницам Демона Лермонтова, а также исполним самые известные вокальные и инструментальные дуэты, трио и ансамбли. Приходите всей семьей, мы ждем вас! Известно, что большинство своих романсов Рахманинов посвятил прекрасным дамам. А музой, вдохновившей композитора на создание романса на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне», была его двоюродная сестра Наталья Сатина, которая впоследствии стала его супругой.
Этот романс, дышащий страстно выраженной любовной тоской, будучи услышан хоть раз, остается в памяти навсегда. Поет Гульнара Байназарова. Рахманинов, элегия, зима.
Сплетаются чарующие звуки в тяжелый сон мучительной разлуки. С тобой, Россия, грустная моя. Я помню все, покинутое мною, холодных вод уснувшие брега, и небо, что нависло сединою, роняя грубо пышные снега, и ветер, что поземку гонит лихо, прохожих поминутно торопя, и то, как мерзнут неуютно тихо в кричащей бедности продрогшие дома. Я помню твои зимы, помню весны, а сердце разрывается в груди. Рахманинов, элегия и слезы, что душат точно памяти тиски. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будят сонный брег, бегут и блещут и гласят. Дорогие друзья, наша программа подошла к своему завершению. Концерт вела лектор-музыковед Алсу Мулюкова. Я хотела бы еще раз представить артистов сегодняшнего концерта. Солисты филармонического музыкально-литературного лектория, лауреаты международных конкурсов Айтуган Вальмухаметов, Ильяс Камалов, Альфия Мансурова, Оксана Шайдуллина, Гульнара Байназарова, Любовь Добрынина, концертмейстер, заслуженный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов, художественный руководитель, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Дорогие друзья, наш коллектив желает вам прекрасного весеннего настроения, и пусть всегда в ваших сердцах звучит музыка. До новых встреч!